сравнении с тем, в каком состоянии я сюда прибыл, и тем состоянием, в котором я нахожусь сейчас, это небо и земля, наверное. Алмаз Шарипов из Казани в инфекционной больнице на лечении уже 13-й день. Ему все еще трудно разговаривать. Есть нарушения в дикции, быстро наступает усталость. Учится делать элементарные движения. Алмаз оказался в числе тех, кто заразился ботулизмом. 12 июня я заказал этот великолепный салат из фасоли лобио и поел его половину в обед и половину вечером. Через 2 дня почувствовал слабость, двоилась в глазах, но не придал этому значения. Скорую вызвал только через 5 дней. Его срочно госпитализировали. Сейчас идет на поправку. Мне ввели сыворотку, тем самым остановили эту инфекцию. Но далее все уже зависит от моего организма и того, когда выветрится этот токсин. В инфекционной больнице сегодня остаются 13 татарстанцев, 7 из них в тяжелом состоянии. 1 на аппарате ИВЛ. Часть пациентов готовят к выписке. Состояние здоровья остальных не внушает опасений, они получают необходимое лечение, соответственно, лечебный процесс продолжается. В Роспотребнадзоре рассказали, сразу же с татарстанских складов сервиса доставки изъяли всю продукцию московской компании Local Kitchen. Это 132 штуки данного салата, она была своевременно изъята и направлена на исследования. На сегодня все исследования проводятся Центральным референс-центром, который находится тоже в Московской области. Сейчас эксперты выясняют, как зараженная ботулизмом фасоль могла оказаться сначала в салате, потом в продаже. Пищевая продукция изготавливается по техническим регламентам. Она должна пройти лабораторные испытания по ГОСТу. Евразийский институт изучения безопасности продукции провел свое исследование. В реестрах посмотрел, какие испытательные лаборатории проводили испытания, все условия, антисанитарные условия, в которых производится фасоль. Да, то есть это работают гастарбайтеры, это никаких медкнижек, это, по сути, плесневые углы, это ужасные условия. Да. В подобных условиях, помимо ботулизма, будет целый букет болезнетворных бактерий множиться. И любая испытательная лаборатория это увидит сразу же. Эксперты задаются вопросом, были ли эти лабораторные исследования на самом деле, отвозили ли на проверку реальные образцы еды. До 2012 года в стране действовала система сертификации. Проверка выезжала на производство, чтобы на месте увидеть, в каких условиях готовят еду. Позже ввели систему декларации. Предприниматель сам везет свою продукцию в лабораторию, получает акт и попадает в специальный реестр. Тот же самый Евразийский институт питания выявил 20 деклараций от участников уголовного дела по ботулизму. Возможно, после этого случая в систему нужно вносить изменения и усилять проверки. Поскольку все дополнительные механизмы, они разрабатываются и определяются исключительно правительством Российской Федерации, поэтому на сегодня, если будет какое-то поручение в этой части, конечно же, мы будем отрабатывать. Пока на сегодня дополнительных поручений по проведению каких-либо усилительных мероприятий не поступало. Напомним, с ботулизмом в больнице по всей стране попали более 300 россиян. 21-летний студент из Костромы скончался. Он поздно обратился к врачам. Извлекли ли урок жители? Когда осуществляешь доставку, нужно смотреть, что за поставщик. Сейчас много открылось ИП, и я так думаю, что они хотят сэкономить, заработать. Дома чаще едим. У нас в Челябинске не было средств, поэтому у нас доставка вроде... закрыли магазины. С поставщиком разорвали они контракты, и магазины пустые были, полупустые. И сейчас заново заключают уже с другими. Только дома нужно готовить. Нельзя в киосках, в кафех, нельзя такие продукты есть. Из оборота изъято 250 тонн продукции. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Вероника Гайнудинова, Альбина Минаева, ТНВ, Казань.